В республике создана специальная комиссия по работе с обращениями жителей, поступившими на диалог с народом. 26 июня в ходе программы глава региона дал ответы на множество вопросов, но некоторые просто не успели озвучить в эфире. И сейчас в регионе активно проводится работа по анализу всех обращений с выездом на места. По некоторым из них выехала сегодня начальник приемной главы и правительства республики Фатима Мислаурова. Вместе с ней по следам диалога с народом прошлась и Индира Манкиева. Микрорайон Восточный в городе Сунжа. На сегодняшний день жители населенного пункта обеспечены лишь электроэнергией. На программу «Диалог с народом» местные жители обратились с просьбой провести остальные коммуникации. Из-за их отсутствия в поселке практически никто не хочет обосноваться. В программу «Диалог с народом» от жителей нашей республики поступил вопрос по поводу водоснабжения и газификации поселка Восточный. Сегодня главный специалист, главный архитектор города Сунжа дал нам необходимые разъяснения, то есть когда в планах будет газификация, водоснабжения этого поселка. И я думаю, что, во-первых, нужно отметить, что данный поселок слабо заселен, если честно. И здесь проживают в основном в летнее время жители этого поселка. Вот. Ну, так как здесь воды и газа нету, я думаю, что именно поэтому. Как выяснилось, здесь помимо уже разработанного плана по прокладке сети газа и водоснабжения, также определены и участки под строительство школы и детского сада. В настоящее время здесь 652 участка под ИЖС выделенных. И в центре поселка мы сейчас непосредственно находимся в этом месте. Ядро поселка обозначено. Здесь предполагается строительство школы, средней школы на 704 места. Дальше идет спортивная площадка, мечеть. Оставлены 2 зоны под парковую зону. Оставлено еще одно под деловое строительство и земельный участок определен по строительству детского садика. Еще одно обращение поступило на диалог от одного из жителей Назрани. Его уже интересует, когда будет сдан в эксплуатацию новый парк. Он строится на месте старого автовокзала. Будет зона для отдыхающих, прогулочная зона. В центре сквера предусмотрен фонтан. Также предусмотрены скамейки, освещение для жителей города Назрань. Сквер строится на инвестиционных условиях. Словом, будут созданы все условия для проведения досуга жителей. Работы здесь, по словам строителя, планируется завершить к концу года. Глава нашей республики особое внимание уделяет именно парковым зонам, потому что это места для отдыха жителей. И их должно быть побольше, потому что у нас погода, в принципе, позволяет тому, чтобы люди почаще отдыхали именно в парках, гуляли, прогуливались со своими детьми. В таком же темпе ежедневно проводятся и выездные мероприятия по обращениям, поступившим главе региона. И даже те вопросы, которые не попали в эфир, без внимания не останутся. Индира Манкиева, Хамзат Халухаев, Новости 24.